Ассаламу алейкум, дошла. Недавно я посмотрел на YouTube канале диалог нашего собрата Алика с неизвестным мне блогером с Украины. Сразу видно, что этот блогер достаточно грамотный человек, задавал правильные вопросы, делал достаточно понятные логические выводы. Исходя из своего понимания ситуации, он, скажем так, был прав. Вот, но, на мой взгляд, он все-таки на безграмотности нашего соплеменника поймал хайп. То есть выглядел таким очень грамотным, очень таким внятным, сильным, как бы оппонентом, да. На его фоне наш собрат Алик выглядел как полный тюфяк. Мало того, он был пьян. И вот в таком состоянии он полез в сеть и, скажем, начал апеллировать к неизвестному человеку о проблемах уйгуров в Казахстане. То есть, на мой взгляд, это был, в общем-то, это было позорное явление, так скажем. Вот, но то, что этот господин с Украины вел такую беседу, видя, что это пьяный человек, что он нормально не может размышлять, и, видимо, у него, понятно, не хватало знаний, чтобы нормально, грамотно отвечать, да, или ставить ситуацию, там, проблематику в правильное русло. Вот. Будем считать так, что этот гражданин с Украины откровенно поиздевался над нашим соплеменником. В связи с этим видео я попробую в комментариях разместить ссылку на это видео, чтобы вы тоже посмотрели и поняли, о чем речь. Вот, я обращаюсь в связи с этим видео к своим соплеменникам, чтобы все-таки понимали, что когда лезешь в интернет, то это чревато достаточно серьезными последствиями. И если человек пьян, и мало того, что пьян, он не знает истории своего народа, то это, в общем, очень печальное зрелище, прямо скажем. Вот, и в интернете достаточно много различного рода манипуляторов, подстрекателей. Вот, я не скажу, что этот человек был подстрекателем, манипулятором, но свою долю хайпа он решил поднять, и я думаю, что он хотел набрать таким образом популярность, и, видимо, ему абсолютно все равно, с кем беседовать. В одном из сообщений там под этим интервью я разместил приглашение связаться со мной. Вот, но прошло, наверное, недели 2-3, со мной так никто и не связался. Но, тем не менее, я посчитал важным, чтобы уйгуры понимали, что делают в интернете, что происходит в интернете, как себя вести можно, как себя вести нельзя. И, соответственно, я призываю всех все-таки, прежде чем говорить о проблемах своего народа, надо знать историю своего народа. Если вы историю не знаете, то
обсуждать это совершенно нельзя, потому что ничего адекватного из такого общения, когда вы не владеете вопросом, ничего хорошего не выйдет. То есть это выйдет обязательно конфликт, будет много-много посылов, негативов в ваш адрес, и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности. Вот этот наш соплеменник Алик, он вообще-то, по идее, грамотный человек, да? Он закончил Томский государственный университет, он владеет, скажем так, знаниями в современных IT-технологий, у него есть компания, он зарабатывает, в общем-то, неплохо по казахстанским меркам. Но то, что, будучи вот способным изучать и знать, он не знает историю своего народа, для меня это, нонсенс. Это просто нонсенс. Так нельзя. То есть, что может побудить вообще изучать историю своего народа? То есть, наверное, вот даже вот такие вот случаи, когда опозорился на весь мир, по большому счету, вот, наверное, вот он после этого все-таки найдет время изучить историю уйгурского народа. В частности, историю уйгуров Семиречья. Вот, значит, я хотел бы пояснить вообще Алику и таким, как Алик, в чем проблематика вообще, в чем, что как бы реально существует, в чем недопонимание или незнание между уйгурами Казахстана и казахскими нацпатами, и подыгрывающими им казахстанскими властями. Вот. Необходимо просто знать, что в 1881 году российские войска оккупировали Илийский султанат. Они его оккупировали как бы не один год, но тем не менее в 1981 году оккупация закончилась. То есть в состав Илийского султаната, или иначе его называют уйгурский султанат, входили территории вплоть до Балхаша, то есть, как вы понимаете, это практически вся Алматинская область, Талдыкурган, да, то есть, как бы получается, что Уйгурский район, Панфиловский район, Талгарский район, Чиликский район, то есть сама Алмата, территория Алматы, они все входили в состав Илийского султаната. Вот, и поэтому, когда, скажем, в позапрошлом веке, да, уже, казахи вели кочевой образ жизни, то, конечно же, это было не просто выпас скота, да, то есть все-таки нужно понимать, что образ жизни был таков, что часть казахов, каких-то казахских племен, занимались разбоем, разбойными нападениями на караваны, которые шли из Китая в Россию, вот, через казахские степи. Соответственно, лакомый кусок, никто как бы отказываться от него не хотел, и, конечно же, некоторые казахские племена грабили эти караваны. Однажды российскому правительству, там, царской России, да, вот это все надоело, то есть они решили положить конец и отправили экспедиционный корпус для того, чтобы усмирить, скажем, местное население, да, чтобы они прекратили грабить
караваны. И вот таким образом, преследуя казахское племя Албан во главе с ханом Тазабеком, русские войска подошли к границе Илийского султаната. Этот род Албан вместе со своим ханом, они скрылись на территории Илийского султаната, попросили защитить их. Там было где-то численность порядка 15 тысяч человек. Конечно, там были не все воины, там, видимо, и женщины, и дети, и семьи, в общем, все как обычно, да. Вот. И илийский султан Аллахан, он отказался по требованию российских войск под руководством генерал-майора Колпаковского выдать хана Тазабека вместе с его соплеменниками, с родом Албан. Ну, Колпаковский предупредил, сказал, что ну тогда мы на вас будем нападать и как бы захватим вашу территорию и, в общем, достигнем желаемого, да, то есть прихватим и хана Тазабека с его соплеменниками. Вот. И российский экспедиционный корпус, он вошел на территорию Илийского султаната, захватил его. Войска Илийского султаната, конечно, были на голову слабее российских войск. Вот. Поэтому они, конечно, быстро проиграли. Вот. И таким образом получается, что Россия, она захватила территорию уйгурского султаната. Потом, в конце 19 века, по договору, там было 3 договора, Санкт-Петербургский, 2 чугучарских, по этим договорам была произведена как бы демаркация границ, да, то есть начиная там с Дальнего Востока, где тоже Россия прихватила китайские земли, вот, и здесь вот в Центральной Азии, в Туркестане, где Россия прихватила, скажем, Илийский султанат, на который, в общем-то, скажем, предъявляли претензии китайские власти. Конечно, Китай не мог захватить сам Илийский султанат, у него было куча своих проблем. Ну, уйгуры вместе с дунганами, в общем, могли строить, продолжать дальше существовать своей государственностью. Вот. Но вот таким образом, из-за проблем с ханом Тазабеком, уйгуры лишились своих земель, своего государства, по большому счету. Вот. И в этом случае получается так, что Россия по вот этим 3 договорам произвела демаркацию, и часть земель отошла к России, Илийского султаната, а другая часть была передана Китаю. Помимо этого, Россия еще получила контрибуцию за то, что она, ну, скажем так, сохранила вот эти земли для Китая. Ну и как вы понимаете, что в дальнейшем, после Октябрьской революции, Россия вместе с прилегающими территориями, был создан Советский Союз, разделены на республики, и вот эта территория Семиречья, которая была от Илийского султаната, она автоматически вошла в состав Казахской ССР. И в некоторые годы были, в общем-то, посылы для того, чтобы создать на территории Казахстана автономную республику, уйгурскую. То есть это была история, когда был Хрущев и Юсупов, и, в общем-то,
Тогда в Целинограде готовили целый правительственный комплекс, строился, чтобы перенести столицу Казахстана в то время в Целиноград, а Алмату с областью практически отдать под уйгурскую автономию. Но не судьба. Не произошло это. Вот, ну что делать? Так сложились звезды, да? Вот. Но, тем не менее, скажем, эта территория осталась в составе Казахстана. Потом, когда Советский Союз разделился, то эта территория, принадлежавшая, захваченная Россией, осталась в составе Казахстана. И вот когда Путин говорил о том, что некоторые республики, они вышли из состава Советского Союза, прихватив территории, которые им не принадлежали. Но вот когда касалось это Казахстана, то речь была как раз вот об этих территориях. Но видите, как судьба сложилась, да? То есть вот непредсказуемо, да, и удивительный факт, что уйгуры потеряли свою государственность, защищая казахов, но при этом ихние земли оказались в составе Казахстана, и казахи, если так уж справедливо рассуждать, размышлять, да, и говорить, то они по-хорошему должны были бы образовать автономную Уйгурскую республику, да, в составе Казахстана, никаких вопросов. Но раз это земли уйгуров, то, по идее, логично, так вот если взять, это можно было бы сделать. Но казахстанские власти уже на протяжении многих лет, они переписывают свою историю, переписывают так, чтобы разбудить в своем народе чувство патриотизма. Это понятно, то есть казахстанские власти это не первые и не последние, кто это делает вообще в истории всех народов мира, да. Вот. И плохо то, что возвышение своей нации казахстанские власти пытаются делать за счет принижения других братских народов, да, тюркских, скажем так. У узбеков они там что-то отнять не могут, то есть это понятно. Но уйгуры сейчас, они не имеют никаких ресурсов для того, чтобы защитить свое. Но по-хорошему, вообще-то, в этом случае нужно помнить и понимать, да, что история казахов, она неотрывна от истории всех тюркских народов. Мы были многими народами, но на едином пространстве, Туркестан. И вся каша и история варилась на всем этом пространстве, и все связи, все коммуникации, все отношения, они все были перемешаны. Так вот, если взять по большому счету, что старший джуз казахов, он очень тесно перемешан с северными узбекскими племенами. То есть и порой, допустим, казахов от узбеков, там вот на юге, да, Казахстана, не отличишь. То есть и такое есть. Вот, поэтому, конечно, судьба в нашем народе тяжелая. Вот, скажем, не то, что Китай устроил геноцид, да, но и здесь вот наши собратья-казахи недопонимают вот всей той трагедии, которая происходит с уйгурским народом. Они, наоборот, еще, как говорится, подталкивают к обрыву, проводя какие-то определенные манипуляции, ведущие к
к катастрофе всего уйгурского народа. Сам факт, вот просто один факт. Казахстанские власти запретили факультативно преподавать историю уйгуров в уйгурских школах. Я думаю, что все понимают, почему. Потому что история Казахстана переписывается, и она не будет стыковаться с историей уйгуров. Будут возникать вопросы. То есть это конфликты. Но, как говорится, время все расставляет на свои места. Вот. И, конечно же, вот то, что наш соплеменник Алик высказывал обиду, что переименовали Пянджин и переименовывают улицы в уйгурских селах, то это вот как раз таки наболевшая боль, да, души, что те земли, которые Казахстану достались от уйгуров через Россию, все-таки уйгуры имеют право на наименование топонимики в регионах своего проживания. И мне кажется, что казахстанские власти все-таки с этим должны считаться. Вот. Если некоторые казахи, кандастары, да, которые приехали из Китая, они не знают историю взаимоотношений, не знают, как уйгуры оказались на территории Казахстана. И говорят, что почему в Казахстане должны быть какие-то уйгурские наименования. Но при этом они даже слова не вспоминают о том, что в Уйгурстане, в Восточном Туркестане, или как китайцы называют Синьцзяне, там есть целых 3 автономных области казахских. И наименование селений и все остальное прочее, оно там все-таки остается по-казахски. И вот такими шагами казахстанские власти и вот нацпаты, которые к этому двигают казахстанские власти, они закладывают, ну, скажем так, достаточно большую проблему на будущее. Потому что Бог даст, Китай развалится, уйгуры получат свою независимость. И вот многое в отношениях с казахами в Уйгурстане будет зависеть от казахстанских властей, от того, как они ведут себя сегодня, что они делают, какую политику проводят по отношению к уйгурам. Вот это вот очень важный момент, очень важный факт. И все-таки, заканчивая это видео, я хотел бы призвать всех своих соплеменников: изучайте свою историю, будьте грамотными, умейте доносить свое аргументированное мнение до своих оппонентов. Всего доброго.